Тайсум Батыгов – аспирант Ингушского государственного университета. Молодой человек не понаслышке знает, что такое тяжело в учении и легко в бою, и поэтому не сетует на учебу. Но порой ежедневные занятия сильно утомляют, и хочется где-нибудь развеяться в свободное время. Таким местом для Тайсума стал Дом культуры. Я вот недавно узнал, что в район Дворца культуры собирается молодежь, приятно проводит время, поэтому решил тоже приобщиться, почему бы нет, и, соответственно, обновить свои знания в области шахмат и шашек и так далее. А вот в соседнем помещении время проводит куда более активнее, играя в популярную игру «Мафия». По сюжету игры жители, обессилевшие от разгула мафии, решают пересадить всех мафиози в тюрьму до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех порядочных горожан. Давайте, хорошо тогда. Такие собрания проходят в местном Доме культуры уже в третий раз. Пока что здесь в основном собираются представители молодежного совета, но они надеются, что впредь людей будет куда больше. Вообще-то изначально мы собрались чтобы поиграть в шахматы, шашки здесь в среду и субботу до 9 вечера, район ДК работает. Вот, и Гули Ибрагим нас пригласил поиграть в мафию, чтобы сплоченность, она же помогает. В основном здесь друзья между собой. В этом, казалось бы, молодежном кругу присутствует и замглавы Сунжского района Беслан Цычуев, который пришел сюда показать на личном примере, что вне зависимости от возраста и социального статуса абсолютно любой житель может прийти сюда, чтобы хорошо, а главное с пользой провести свободное время. Я сам люблю играть, в частности, в такие интеллектуальные игры, как шашки, шахматы. И показываю действительно на своем примере, что старшее поколение тоже действительно должно быть постоянно вместе с молодежью. На базе Дома культуры также планируется открыть бильярдные и теннисные клубы, что в свою очередь привлечет еще больше людей посещать культурно-досуговые мероприятия. В вечернее время практически, кроме спортивных учреждений, молодежи идти некуда, поэтому я думаю, что работу, которую мы сейчас начали, по вечерам собираться в учреждениях культуры и проявить себя в тех направлениях, которые на сегодняшний день молодой человек может, здесь созданы все условия. Поручение о том, чтобы с февраля этого года все дома культуры республики функционировали до 9 вечера, было дано руководством региона. Одной из целей этого решения является защитить молодежь от плохого влияния улицы в вечернее время, привлекая их к культурному развитию. Микаэл Тангиев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.